Здравствуйте, уважаемые друзья! Добрый вечер! Кому день, в зависимости, когда вы смотрите. Вы вновь на канале Гид из Грозного. Рад вас приветствовать. Канал предназначен для конструктивной аудитории, людей с концептуальной формацией. Приятного вам просмотра. Будем сегодня говорить по теме населенных пунктов, чеченских аулов, которые были в составе сегодняшней агломерации Грозненской. Это огромная территория, и, соответственно, здесь, как я говорил в своих видео ранее, была огромная концентрация чеченских аулов. Некоторые из них я вам приведу в первом закрепленном комментарии к этому видео. Хочу в этом видео привести для вас иллюстрацию, схему. Она времен уже того периода, когда крепость Грозная была построена, то есть после 1818 года. На ней фигурирует обозначена и сама крепость, и обозначены чеченские аулы, которые стоят на Сунже, и другие объекты. Я буду указывать на них на этой схеме, которую я распечатал, так, чтобы вы имели представление, где все это находилось. Также я вам здесь приведу сейчас, в данный момент, эту картинку, эту схему на экран выведу. Так буду указывать на распечатанные мною ксерокопии. Это уже, естественно, после того, как крепость Грозная была заложена и функционировала. На ней приведены аулы, которые находились совсем в близости с крепости Грозной. Естественно, уже ввиду того, что с севера шло движение, многие аулы там и не приведены. Мы сделаем акценты на те населенные пункты, которые у нас на этой схеме есть, и чтобы вы могли вот эту схему, вот этот план экстраполировать на сегодняшний Грозный, чтобы вы имели представление, где это все находится. Один из зрителей оставил комментарий по поводу... это вопрос, конечно, я его понял, это был вопрос проверка на компетентность. Я на него кратко, лаконично ответил. Спрашивал человек, какой населенный пункт находился в районе сегодняшнего микрорайона нашего Грозный-Сити и цветочного парка, соответственно. И это было в предыдущем видео, или же видео ранее до него, которое проходит на канале. Собственно, давайте перейдем к этой схеме. Это у нас река Сунжа. Вот она Сунжа. Вот она Сунжа у нас течет. Вот терек. Соответственно, здесь у нас находится Терский хребет. Здесь у нас находится Сунжинский хребет. Сунжинский хребет у нас тянется от местности Дигора. Это на границе Кабардино-Балкарии и Северной Осетии. Эльхотово, там имеется населенный пункт уже на территории Осетии. Оттуда прям тянется этот хребет, и он заканчивается здесь, вот в районе Карпинки, в районе Ташкел, в районе Алханкалы. Он заканчивается в пределах Грозного. В районе Самашек, в районе 15-го, с другой стороны, молсовхоза, он разделяется. Основная часть, она вот здесь идет и заканчивается, а другая часть со стороны Ташкалы, Карпинки, она доходит в районе Самашки 15-го. Они разделяются, и к нему
уже примыкает Грозненский хребет. Его отдельно называют, как его ответвление называют для обозначения Грозненским хребтом. Но суть это входит в этот массив полностью. Это все Сунжинский хребет в любом случае. А здесь у нас Терский хребет, он тянется до Гудермеса, там заканчивается. Берет он свое начало, этот хребет, в предместье Пятигорска, в районе города Прохладный, оттуда он тянется, этот хребет. У этого пространства есть обозначение, как Алханчуртовская долина между двумя хребтами. Есть обозначение Шинреер-Юг. Соответственно, сейчас мы уже будем переходить на населенные пункты, которые здесь приведены, да. И вот здесь, в данном месте, где у нас проспект Митаева, проспект Исаева, как я говорил в предыдущих видео, здесь у нас находится крепость Грозная. Вот в своей геометрической форме шестигранной она находится, обозначена. И здесь, вот то, что я говорил, комментатор мне писал и спрашивал, что за аул находился в районе сегодняшнего микрорайона Грозный-Сити. Он обозначен на картах и в текстах тех времен как Янгиюрт, как Яхиюрт. Скорее всего, предположение, что это Яхья-юрт, Яхья. Возможно так. Русские, они, соответственно, у них другая фонетика, и они не могли наши огласовки, вот наше произношение приводить в своих текстах на кириллице. И, соответственно, они где-то писали Яхи-юрт, где-то писали Янги-юрт, пытаясь передать это. Ну, это, естественно, на той кириллице, которую используют сами русские, это было невозможно. Это мы уже разобрались. Вот он обозначен вот здесь как Яхи-юрт. Мы говорим, что это, возможно, Яхья-юрт, именно его доподлинное название. Также он фигурирует на схемах и в текстах исторических документов как Янги-юрт. Мы сейчас переходим к Кули-юрт или Кула-юрт. Вот этот аул здесь находится, и он у нас находился, если экстраполировать на сегодняшний Грозный, также на Сунже, в районе улиц, примерно улица Спартака, Канкалика, именно в районе вот моста Беликовского, который принято так называть, Беликовский мост, где идет у нас со стороны Канкалика, это селение находилось, и находилось на стороне, где у нас вот поселок, современный поселок имени Воровского, да. Вот Старосунжский находится, то есть Сёльджи находится здесь, на Сунже мы видим старинный чеченский аул. Здесь находится также, он приведен в текстах и на схемах, как Сарачан юрт. Чеченское его произношение, возможно, это Сорочюрт, возможно, Сарачюрт. Это знатоки языка именно должны рассмотреть его произношение. Этот населенный пункт находился в районе между улицей Абдурахманова, которая ранее была Пионерской. Оттуда можно ориентироваться, где находился этот аул. Здесь же мы видим обозначенные башни. Башня вот обозначена здесь. Она находится примерно в районе, где сегодняшняя Петропавловка, так как левый берег Терека был уже занят российскими императорскими войсками еще полностью в XVIII веке. Там были возведены фортификационные объекты, инфраструктура, поэтому обязательно вели наблюдение на этот хребет, потому что ожидаемо было, что какие-то попытки в дальнейшем последуют. Для тех, кто испытывает некий скепсис, что на территории равнинной Чечни, в частности, вот Чеченская плоскость, не фигурировало башен.
башенные строения, имелась эта инфраструктура и в горах, и на равнине. Это неотъемлемая атрибутика чеченской архитектуры. И жилые башни, и дозорные, сторожевые башни. Но дело в том, что их при завоевании массированно уничтожали, потому что они представляли из себя военные объекты именно вот такого характера. Но потом и жилые также подвергались уничтожению. Вот приведу вам пример, что вот в Шатойском районе возьмите из всего вот этого фонда, который там имелся, да, при завоеваниях Тамерлана и при завоеваниях уже XIX века, при этих штурмовых действиях и уже после того, как пришел завоеватель, соответственно, там проходила такая серьезная кампания по уничтожению этих башен, особенно в Шатойском районе. Если мы возьмем один из таких серьезных регионов, да, вот, сакральная территория чеченская, возьмем, там всего лишь на целый Шатойский район осталось более-менее состояний как объекты. Это Шатойская сторожевая башня, которая находится на въезде Большие Воронды со стороны Хакой-Эл, если мы вот по современной, именно по современной дороге будем говорить. Хотя раньше основная дорога проходила не так, как сейчас, да, мы едем до Вашендероя идет. Там мы сворачиваем направо и едем в сторону Больших Ворондов. Раньше сама дорога в Шатой, тогдашняя вилаят Шатой, она шла через Чишки, через Ярышмарды, там альтернативные были дороги. В Шатой можно было заехать только так. А вот этой современной дороги, которая есть по стене, вот этой скальной стене у обрыва, на правом берегу Аргуна, ее не было тогда. И, соответственно, немножко отвлеклись. Суть этой башни, там их было две, они стояли, одна уцелела худо-бедно, и последнюю военную кампанию ее кромсали. И, соответственно, есть вот эта башня на целый Шатой. Это территория огромная. Вот даже если возьмем Шатойскую котловину, Шатойская котловина, она от Халкилоя до Харсиноя простирается с востока на запад, если возьмем, 20 километров. Если возьмем именно с севера на юг, возьмем, она простирается, котловина, ну, как минимум от въездного поста, именно перед Шатоем, административным центром, если даже оттуда возьмем, а не от Чишков. Хотя нужно брать от Чишков, от Волчьих ворот, тогда получится 20 километров. И до восточной оконечности Тумсойлам. Соответственно, это 20 километров получается. А если так мы возьмем въездного поста перед административным центром Шатой до того же восточной оконечности Тумсойлам, где идет административное деление уже между Шатойским и Тумкалинским районом, там в районе 10 километров огромная территория. Но вилаят Шатой, он был от Чишков, конечно же, от Волчьих ворот. И у этих территорий, немножко переключимся, у этих территорий были очень серьезные названия. Даже вот завоеватель, он всегда давал названия этим местам очень уважительные, очень солидные. Возьмите вот Шинсюрюк между двумя войсковыми вершинами, какое уважительное, какое достойное название дает именно вот военачальники российской императорской армии. Они прозвали это место Железными воротами.
потому что это очень серьезное место. Чеченцы всегда его защищали, именно стратегически подходили к защите этой территории между прилегающей территорией к сегодняшнему Грозному, потому что дальше отступать некуда было. Вот как за нами Москва, также куда чеченцы могли отступить, это до этих Сюркёртов, и как бы вот так. И в крайнем случае уже до Волчьих ворот. Опять-таки на чеченском, кстати, это место называется Берзбаг. Волчьи ворота прозвали их российские военачальники. Именно генералитет, офицеры. Там была культура, и они обзывательствами не занимались всегда. Почему? Вот в военном деле дисциплина, противника уважают, подчеркивают его какие-то качества, отдают честь. Потому что война – это искусство. Одновременно несет большие бедствия, катастрофу, но с точки зрения военной науки это грубая, но искусная работа. Конечно же, я отвлекся, но это, опять-таки, я думаю, было уместно, потому что одно от другого неотделимо практически, и мы имели в виду, что эту инфраструктуру, ее массированно уничтожали. Вот на весь Шатойский район сохранилось всего лишь 3 башни. Это та башня, о которой я вам сказал, между большими варандами, и Юкачкилойская башня, и в Тумсое есть в 1,5 этажа жилая башня, худо-бедно сохранившаяся. Да? В каждых ареалах тейпов, и у каждого тейпа по несколько населенных пунктов было, и были огромные комплексы этих зданий. Также в Шатойском районе, чуть не забыл, Нихолойская дозорная стена, уникальное сооружение, тоже, как ее поглумились над ней, благо реконструировали хорошо. Там даже, если приглядеться, выбоины рядом с этой стеной имеются, подрывали, и до Нихолойской стены по ней полили из пушки. Этим всем занимался, вот этими изуверствами занимался генерал Ипполитов в те времена. Это к тому, что вот здесь на равнине приведены башни. Мы возвращаемся к этой схеме и продолжим. Да? Вот здесь башня еще указана, башня отмечена. Это район сегодняшней улицы Сайханова. И примерно примыкание к улице Хрусталева, к улице 8 марта, вот примерно в этом районе отмечена башня еще одна. И что мы еще здесь видим в районе ипподромного микрорайона? Мы видим кладбище указано, старинное кладбище. И здесь огромное количество чеченских аулов было, потому что это была житница. Вот территория сегодняшнего Грозного, это была житница, самые лучшие земли. Протекают реки, леса, все, вот вся фауна, флора. Самое лучшее место в Чечне именно по факторам, которые нужны для людей, для полного прогресса, развития населения. Все было именно вот на этой части. И в заключение всем спасибо за внимание каналу. Большая благодарность, безмерная. Всем удачи. До свидания.